До Нового года остался всего месяц, самое время задуматься о выборе елки. Мы провели опрос, чтобы узнать, какие елки предпочитают ставить жители города Покровска. Какую елку вы предпочитаете ставить у себя дома, живую или искусственную? Искусственный. Искусственную, живую. Я бы хотела поставить живую елку, но у нас квадратура не позволяет. Раньше мы в деревне ставили дома. Было классно. Живую. Почему живую? Ну, пахнет хорошо, лесом. Какую елку предпочитаете? Живую. Почему? Ну, она, во-первых, она красивее и насыщенно выглядит, ярче. А искусственно, как бы, не знаю, мне не нравится пластиковый просто. Как показал опрос, часть покровчан отдает предпочтение живой ели. Но где ее взять? Оказывается, в лесничествах республики существует услуга по заготовке хвойных пород для новогодних праздников. Оформить эту услугу можно, обратившись в ближайшую контору лесничества или, что еще проще, через портал госуслуги. Во втором случае алгоритм действий следующий. Вы заходите на портал, выбираете нужную услугу, указываете, где именно планируете рубить дерево и подаете заявление. После проверки данных с вами заключат договор купли-продажи и останется лишь оплатить символическую сумму. За 2-метровую ель это около 100 рублей. И затем можно выезжать в лес за своей хвойной красавицей. Однако заготавливать новогодние ели разрешено только на строго определенных участках. Например, там, где проходят линии электропередачи, газовые магистрали или минерализованные полосы. Также существуют правила, касающиеся выбора инструмента для рубки. Не топором. Топором, если будете срубить, то дерево рассыпется, а именно ножовкой. Тогда вам удобнее будет и по правилам заготовки древесины. Кроме того, на определенной территории могут разрешить рубить только конкретные виды хвойных пород. В Хангаласском улусе есть 3 участковых лесничества. В нашем Покровском участковом лесничестве есть сосны. Разрешается на Покровском сосны, потому что ель у нас очень мало. А на Ботомском участковом лесничестве там состав еля очень много. Там и в Синском можно тоже ель получить. Итак, запомните, для легальной заготовки лесной красавицы необходимо оформить договор купли-продажи в местном лесничестве. Это гарантирует, что ваша елка принесет только радость, а не проблемы с законом. Ежегодно у нас есть выезды, перед новогодние рейды. Если попадутся люди без документов, без разрешения на вырубку елей, то они попадаются уже под статью 8.28 – это незаконная рубка лесных насаждений. В любом случае, независимо от того, какую ель вы выбрали, пахучую лесную гостью или надежную искусственную подругу, пусть она станет символом тепла, уюта и надежды в вашем доме. С наступающим Новым годом, Якутия!